дан старт одному из самых главных спортивных мероприятий в жизни республики. Ингушские игры – это всегда новые имена, новые рекорды и незабываемое зрелище. Желаю всем приятного просмотра. Традиционно спортивной ареной для проведения фестиваля культуры и спорта стал стадион школа-лицей в городе Назрань. В спортивных состязаниях принимают участие 9 команд, представителей всех городов и районов республики. Это порядка 250 участников, которые будут состязаться в таких спортивных разделах, как борьба на поясах, прыжковое двоеборье, перетягивание каната, лазание по канату, армспорт, легкая атлетика, силовое троеборье, мини-футбол, стрельба из лука, передвижение на ходулях, поднятие тяжести и перенос тяжести. Сегодня у нас проходят очередные 9-е ингушские игры. Участвуют 9 команд, то есть 4 района и 5 городов республики нашей. По итогам этих соревнований мы отберем команду, которая уже будет представлять нашу республику в сентябре месяце на финале Кавказских игр, который будет проходить в городе Грозном. Сегодня у нас будут соревноваться ребята в 12 видах спорта. И ближе к 3-4 у нас финал закончится. Я надеюсь, что для всех это будет хорошим праздником, хорошим досугом. Здесь принимают участие команды, представляющие все уголки Ингушетии, участники победителей районных и городских этапов, а также большое количество болельщиков. Любовь к спорту и своим национальным традициям собрала в одном месте такое количество жителей республики. Мы сегодня принимаем участие на ингушских играх. Это мы принимаем не первый раз участие на этих играх. Мы считаем своим долгом поучаствовать. Это очень хорошее мероприятие, чтобы познакомиться, чтобы команды познакомились друг с другом. И в дальнейшем, чтобы выходили по этим контактам и принимали участие, не ожидая этого праздника, да, как ингушские игры. Вот такое вот праздничное настроение у нас. До Эндаля постараемся выиграть, занять призовые места. Ингушские игры являются отбором на финальный этап Кавказских игр, которые будут проходить в сентябре этого года в городе Грозном, Чеченской Республики. Во время торжественного открытия фестиваля на арене стадиона выступают одни из лучших творческих коллективов республики. После официального открытия все участники, разбившись на команды, активно включили спортивную борьбу. Спортом в нашей республике увлечены молодые люди и представители старших поколений. Воспитание сильного и здорового общества, поддержка любых начинаний и инициатив по развитию физкультуры и спорта являются приоритетными задачами, и каждый из представителей спортивной федерации считает своим долгом принять участие. Я ежегодный участник ингушских игр. Не только ингушских, но и выступал и на Кавказских играх после побед на ингушских. В этом году я не участвую. В этом году я впервые выставил команду от Джейрахского района. Парень и девушка выступают. Надеюсь, выступят хорошо. Традиционно конкуренцию составляет только Малгобекский район. Малгобекский район, у них Баймурзаев, хороший лучник, хорошо стреляет, такой прирожденный стрелок. Да, в общем, хоть и особых условий не было у него для занятий. Стрелок хороший, я сам с ним конкурировал все время, пока мы участвовали. Ну, с переменным успехом, в общем, то он побеждал, то я на последних играх. У нас в единоборствах наши спортсмены добиваются хороших результатов высочайшего уровня. Что можно сказать о стрельбе из лука? Ну, если найдется человек, который хочет сам через все тернии пройти, заниматься этим видом спорта, то он может добиться хороших результатов, если ему создать условия. Также в любой стрельбе, в любой и в полевой, и такой, наши ребята могут достигнуть таких хороших успехов. Я что хочу сказать, я заметил в наших ребятах, в нашей молодежи, особенно 12-13-летних детях, если кого из другого региона его нужно учить месяц каким-то приемам, а наши ребята схватывают это буквально за 1-2 дня. Участникам и зрителям я хочу пожелать, во-первых, зрелища, интересных соревнований, чтобы поболеть за свои команды, в общем.
Здесь каждый болеет за свою команду. Приехали со всех районов. Всем удачи, победить сильнейший. Во всех национальных видах спорта шла нешуточная борьба. Желая отстоять честь своего района, города, ребята выкладывались на все 100%. Многие участники команд серьезно подготовились к этим соревнованиям, а недостаток опыта и мастерства перекрывался стремлением к победе. Я участвую впервые в этих играх, но было очень трудно. Соперники были очень достойные, хорошие. Я выступал свыше 80 килограмм. Было очень трудно, но все-таки смог стать первым. Я сам раньше занимался боксом, но я учусь в Москве, в спортивном университете. И там меня пригласили в ЦСКА «Олимп». У нас такой зал есть там. Вот там тренер меня пригласил, Артур Мамаджанович. И вот я начал заниматься армрестлингом. Но теперь я буду еще сильнее заниматься, чтобы выступить на Кавказские игры и завоевать там достойное место. Постараюсь попасть в тройку лучше. Хотел бы обратиться к нашей молодежи, чтобы выбрали без разницы, хоть это шахматы, армрестлинг, но самое главное, к чему-то стремились, добивались больших высот в спорте. Идея организации игр полностью себя оправдала. С каждым годом состязания становятся все масштабнее. Фестиваль не дает забывать свои корни, традиции, обычаи и национальные виды спорта. А главная цель проведения мероприятия – возрождение забытых культурных традиций и сохранение духовно-нравственных ценностей через воспитание в молодежи чувств патриотизма достигнута полностью. Невозможно выделить самое зрелищное состязание. Каждая дисциплина была по-своему интересной и захватывающей. Может, именно поэтому некоторые участники состязались сразу в нескольких дисциплинах. Сегодня я первый раз участвую в ингушских играх, поучаствовал в 3 дисциплинах. Я думаю, что поучаствую нормально и получил от этого хорошее удовольствие. Плюс это соревнование является сплоченностью народа, сплачивает. И хорошая агитация для молодежи, чтобы занимались здоровым образом жизни. Несмотря на знойный день, команды упорно боролись за право быть лучшими. Один из 2 олимпийских видов спорта, включенных в программу фестиваля, смело можно назвать самым традиционно национальным, в котором спортсмены соревнуются в точности стрельбе из лука. Победителем в стрельбе из лука является спортсмен или команда, которая наберет большее количество очков, согласно правилам соревнований. Соревнования по стрельбе из лука проводятся как между мужчинами, так и между женщинами. Именно стрельба из лука стала первым олимпийским видом спорта, к которому были допущены представительницы прекрасной половины человечества. Единственное, была одна участница, которая 2 дистанции смогла со мной посоревноваться, а так было легко, потому что такого конкуренции не было, но выиграла. Я желала большой конкуренции, но после 2-метровой дистанции, к сожалению, участница последним выбыла, и оказалось, что я выиграла соревнования. Это будут мои первые Кавказские игры, и я надеюсь, что я покажу самый лучший результат. Конечно же, когда идешь на соревнования, ты ожидаешь победы для своей команды. Но я надеюсь, что посмотрим, какие будут участницы, но там очень сильные участницы. Надеюсь, что я постараюсь с ним побороться. Об этом виде спорта, в принципе, он в Джарасском районе уже активно дети занимаются этим видом спорта. У нас есть на базе Центра творчества Джарасского района кружок, который руководитель является Суров Рамазан. И дети очень хорошо стреляют. Я думаю, что мне бы точно с ними было бы очень трудно конкурировать, потому что в прошлом году дети наши занимали первые места на наши ингушские игры. Достойно есть конкуренты, будущее подрастающее поколение. Любой спортсмен-лучник может участвовать в фестивале, но для того, чтобы попасть в команду, спортсмен должен получить право на участие от Национальной федерации данного вида спорта, согласно итогам выступления лучников на различных предфестивальных состязаниях. В этом году среди мужчин-лучников сенсаций не произошло. Успешнее всех выступил победитель предыдущих ингушских игр. В чем твой секрет успеха, вот такого прицельного попадания? Ты ежегодно становишься победителем на ингушских играх. Я не знаю. Хасан Аздой меня научил. Я каждый год участвую и побеждаю. Секретов нет никаких. Можно сказать, что это постоянные тренировки и любовь к этому виду спорта? Не, я не тренируюсь, просто
Когда ингушские игры приезжаю, участвую и все. 2-3 года назад я научился. На Кавказских играх тоже участвовал, третьим становился. Отрадно, что инициатива Ингушетии в проведении культурно-массового спортивного мероприятия нашла широкий отклик во всех соседних регионах. Наш фестиваль давно перерос в общекавказский и стал фестивалем культуры и спортов народа Кавказа. Впервые в республике фестиваль национальных видов спорта и народного творчества «Ингушские игры» прошел в 2009 году. С каждым годом количество участников соревнований увеличивается и значительно возрастает уровень мастерства самих спортсменов, а в некоторых дисциплинах нашим атлетам просто нет равных. Это лазание на канат на Ингушских играх. Победители отсюда выходят на Кавказские игры. Дается 3 минуты каждому спортсмену. За эти 3 минуты канат длиной 10 метров, его надо залезть наверх, коснуться вон отметки и спуститься. Вот этот вид, который сейчас лазание на канат, это чистый ингушский вид. Вот прошли 8 Кавказских игр, и на всех 8 Кавказских играх побеждали наши ребята с Ингушетии. Больше всего развивает, конечно, плечи и руки, конечно, должен быть захват с помощью ног, когда лазишь. Развивает больше, конечно, руки и плечи. Но это один из самых таких распространенных видов, который включен был в Кавказские игры. Традиционно фестиваль решает одновременно две важнейшие задачи. Способствует возрождению национальных видов спорта, которыми издревле увлекались ингушская молодежь, и популяризирует здоровый образ жизни. Зрители на трибунах все это доказали своим присутствием и поддержкой, столь необходимой для каждой команды. Мы сегодня приехали поддержать нашу команду, поболеть за них, потому что и команда для нас важна, и сам турнир, конечно, Ингушские игры – это очень важное событие. В принципе, для республики и в нашем масштабе это очень важное и влиятельное событие для нашей молодежи в первую очередь, для всей республики в целом. И, конечно же, когда наша команда участвует с Магасом, мы не могли не приехать, не поддержать. В любом случае, мы всем коллективом собрались, приехали. И сейчас будем болеть за наших, как каждая команда болеет за своих. Я ожидаю, в принципе, тот же результат, который каждый раз бывает по истечении этих игр. То есть это яркие победы, это эмоции, конечно же, это радость зрителей и это, так сказать, хорошая пропаганда спорта для будущего подрастающего поколения. Силовое троеборье – это определение в современном мире спорта, является вторым названием пауэрлифтинга. Но ведь когда-то все начиналось именно с таких традиционно национальных состязаний, которые мы сейчас с вами наблюдаем. Но основные правила все же сохранились. Например, что каждое движение атлета выполняется по команде судьи. На этом участке проходил силовое троеборье. Это метание камня из-за головы, из-под себя и от себя. Это 3 вида входит в один вид, силовой троеборье называется. Участвовало всего 8 участников. Места у нас распределились, я вам даже могу зачитать, как. У нас первое место выиграл Хамхоев Исмаил, взял, у него общий результат 29,10. Второе место у нас взял Даурбеков Алихан, это город Малгобек. И третье место у нас Тункаев Сурхо, город Сунжа. В основном все участники неплохо прошли этот этап. Результаты для участия на Кавказских играх, в принципе, в основной массе наши участники на Кавказских играх всегда в этом виде берут призовые места. Первые и вторые места всегда у нас. Не единственной командной дисциплиной ингушских игр является эстафетный бег, который традиционно проводится в заключительной части любых соревнований. Участниками становятся наиболее подготовленные спортсмены, которые с большей вероятностью принесут результат. Сигнал «Марш» выполняется махом флага, после чего участники первого этапа бегут по виражу, поэтому после старта прижимаются к левой стороне дорожки, чтобы сократить длину дистанции. При этом наступать на левую линию дорожки запрещено. Когда до участника второго этапа остается 20 метров, второй спортсмен начинает разбег. После передачи эстафеты спортсмен первого этапа медленно останавливается и остается на своей дорожке. Получивший палочку бегун сокращает дистанцию до третьего спортсмена. Третий передает четвертому. Когда четвертый участник команды получает эстафету, он начинает заключительный отрезок эстафеты. Ему не нужно передавать палочку, поэтому четвертый отрезок показывает лучший результат. Как правило, на заключительный этап выставляется лидер, который обладает большей скоростью. Победа команды города Малгобек была ожидаемой, ведь все ее участники – профессиональные легкоатлеты, и состязались они в основном со своими собственными результатами.
Мы участвовали в эстафете 4 по 200 метров. Дисциплина довольно-таки тяжелая, но мы с этой задачей справились, показали лучшее время. Есть ли отличие от предыдущих Кавказских игр? Если есть, то в чем оно выражается? Мы намного улучшили результат в этом году, работали усердно. Особого отличия от прошлогодних игр нет. Мы просто чуть-чуть улучшили результат. Чем хороши, Рашид, вот эти проведения этих игр для начинающих спортсменов? Если сказать на моем примере, то я первый раз участвовал где-то, наверное, в 2013-2012 году. Ну, я увидел, как ребята бегают, попробовал себя в легкой атлетике. Ну, и это меня, можно сказать, сподвигло к тому, чтобы я начал улучшать свои спортивные результаты. Я думаю, для любого человека, который придет, например, на эти соревнования, будучи новичком или зеленым в этих направлениях вида спорта, я думаю, он захочет совершенствоваться, глядя на вот таких вот ребят, например, как мы или другие. Планируете ли участвовать на Кавказских играх? Конечно, планируем. Сейчас до осени будем тренироваться, поедем на сборы и постараемся максимально подвести себя к этому старту. Фестиваль культуры и спорта возродил канувшее в лету искусство хождения на ходулях. Сложность хождения на ходулях заключается в умении удерживать равновесие. Дополняется неожиданными акробатическими элементами, превращается в настоящее захватывающее шоу. И тут мы наблюдаем противостояние непримиримых соперников братьев Оздоевых, которые представляют город Сунжа и Сунжинский район. Данные соревнования проходят уже 8-9 раз, и мы каждый раз приходим. И с каждым годом они уже становятся, что масштабнее, что больше людей приходит. Обеспечьте явку на перетягивание каната. Сегодня получилось, что ученик превзошел своего учителя. Мы всегда на соревнованиях соревнуемся с братом Индисаном Оздоевым старшим. Он меня научил всему этому. Вот. И каждый год или он меня выигрывает, или я его выигрываю. Так между собой, короче, соревнуемся. Спорт объединяет нас всех, собираются все. И это показатель того, что в республике есть спортсмены достойные не только на уровне республики, но и на Кавказских играх. Наша команда занимает почетные места и показывает высшие классы. По сложившейся традиции фестиваля, кульминацией соревнований стала занимательная командная игра по перетягиванию каната. Мало кто помнит сейчас, что перетягивание каната изначально было не спортивным соревнованием, а древним ритуальным обрядом. Жители Индии верили, что таким нехитрым способом они способны призвать дождь в засушливую погоду. Глядя на градусник термометра, хочется верить, что и сейчас это поможет. Ритуальные действия претерпели со временем значительные изменения, и в перетягивании каната стали находить все больше спортивный смысл. По итогам турнира первое место заняли представители города Малгобек. На второй ступени пьедестала расположилась сборная Малгобекского района. Бронза у представителей Сунжинского района. Победители и призеры получили заслуженные кубки, медали и грамоты. А самое главное, сильнейшие войдут в состав команды, которая отправится на окружной фестиваль в Чеченскую Республику и постараются повторить успех двухгодичной давности. Здесь ценят дружбу, прибирают лень, традициям
Таким образом закончился 9-й фестиваль культуры и спорта «Ингушские игры». Все желающие спортсмены смогли испытать свои способности в условиях состязаний. Представители федерации смогли приметить новых перспективных атлетов, с которыми они дальше готовы работать. А все зрители просто получили удовольствие от веселого времяпрепровождения. Теперь с нетерпением будем ждать Кавказские игры.